Здравствуйте, дорогие мои ребята! Сегодня мы с вами пройдем тему, которая называется «Земля – наш общий дом». И я бы хотела подробно осветить вам эту тему, чтобы вы могли ее понять и с легкостью ответить на вопросы, грядущие после объяснения. Давайте же с вами остановимся на географических фактах о нашей чудной планете. Наша планета является третьей по отдаленности от Солнца после Меркурия и Венеры с населением в 7,5 миллиарда человек. Ее естественным спутником, вращающийся вокруг нее, является Луна, и она единственная планета, на которой есть жизнь. Интересно то, что в природе все взаимосвязано друг с другом. Без Солнца не было бы жизни на Земле, царила бы вечная мерзлота и темнота. Без воды, а именно дождя, не росли бы растения, которые дают нам свои плоды. Удивительно, что все, что есть и растет на нашей планете, создано для человека, чтобы ему было хорошо и удобно. Солнце дарит тепло и свет, с помощью которого человек может видеть окружающий мир и трудиться на протяжении дня. Дождь обильно поливает растения, чтобы они кормили своими плодами людей. То же самое и с животными. Овцы, лошади, коровы созданы исключительно ради человека, чтобы он употреблял их мясо, молоко, делал из их шкур одежду, а некоторых использовал в качестве транспорта. То есть, как мы видим, природа создает все условия для жизни людей на планете. А мы? Что же мы дали взамен природе? Пожары, загрязнение. Как ни печально, но мы перестали ценить наш общий дом, Землю. Человек ради своего удобства уничтожает жизнь на планете. Чем быстро развивается технология, тем хуже она отражается в жизни природы. Люди добывают из недр Земли нефть, газ, которые служат топливом для автомобилей. И что же мы получаем в итоге? Машины выделяют в воздух вредные газы, которыми мы дышим. Фабрики и заводы выбрасывают в атмосферу большое количество ядовитых газов, которые, поднимаясь, растворяются в облаках и образуют кислотные дожди. Нередко люди устраивают пикники на природе, дабы отдохнуть, но оставляют после себя множество грязных посуд, пакетов, баклажек, которые загрязняют воздух. Мы давно перестали сажать растения, ухаживать за ними. А ведь растения поглощают вредные газы и выделяют нам кислород, чистый газ в составе воздуха. Давайте же начнем ценить нашу природу, ухаживать и благодарить за все блага, которыми она нас одаривает. Я предлагаю вашему вниманию интересный видеоролик о человеке и земле.
О? А? А. Ага. Necessis quelca tempo, sed fine la ĉulo komprenis. Ĉu ne? Итак, ребята, я прошу вас переписать в тетрадь эти 3 вопроса и, по возможности, ответить на них. Далее я представляю вашему вниманию стихотворение, которое называется «Земля — наш общий дом». После внимательного прочтения данного стихотворения прошу выполнить некоторые задания. Первое. Найдите в тексте эпитеты и выпишите их в тетрадь. Второе. Определите стиль текста. И третье. Укажите тип речи. А домашним заданием для вас будет написать мини-эссе 7-9 предложений на тему «Земля — наш общий дом», используя при этом ключевые слова «природа», «человек», «загрязнение», «земля», «технологии», «солнце», «дожди», «вредные газы», «автомобили» и «заводы». Итак, ребята, я надеюсь, что сегодняшняя тема была вам понятной, интересной и весьма полезной. А я желаю вам всего доброго и прощаюсь с вами. Берегите нашу планету.